скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Каждый из нас воспринимает то или иное произведение искусства по-своему. Это совершенно естественно и зависит от многого, от уровня знаний, эрудиции, от личных пристрастий. Для меня этот художник прост и понятен, с одной стороны. А с другой стороны, в его творчестве существует загадка. В его произведениях много жизненной, мудрой, житейской философии. На его картинах живет сила духа человека, природы и невероятная нежность. Эти золотисто-охристые тона, этот удивительный теплый голубой цвет и мягкая зелень, эти фантастические такие реальные деревья, эти лица добрых и суровых людей, образы преданий и легенд, жестокая правда о войне, простор и воля. Для меня он такой, этот художник, мудрый, добрый и сильный. Он – народный художник Беларуси, заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии Республики Беларусь Гавриил Харитонович Ващенко. Ващенко для меня это тот человек с вопросом в глазах. Да, вот вы заметили, наверное, когда с ним разговариваешь, у него все время такой вот наклоненная голова, и в его этих таких вот бледно-голубых глазах такой вопрос. Непонятно, какой вопрос, вот как у Высоцкого. А мы все ищем каверзные вопросы, не находим нужного ответа. И вот он вопрос задает глазами или тебе, или себе. Ну, вопрос вот этот вот. Есть в картинах его. Скорына сидит за пустым столом, с пустыми стульями, с книгой. Просто фантастика. Я сделал вам книгу, а вас нету. И неизвестно, будете ли вы, не будете ли, надо вам это или нет. Но я сделал вам, нате. А иногда у него такой тот же вопрос, только он хитроватый такой был. Типа, а ты правильно делаешь? Раздвоенность такая, восприятие получается. И начинаешь понемножечку мерить, что ли, себя. А ты правильные вопросы себе задаешь? Буквально перед тем, как он покинул нас, я как-то встречал его здесь вот в сквере на Некрасово. Вот идет он за руки, то есть с этим же самым вопросом в глазах, мол, как дела, как там, все некогда к тебе зайти. Ну, вот, а теплота осталась такая вот от этого человека. Я не знаю, останется ли от нас столько теплоты для других.
Гавриил Харитонович Ващенко родился 20 июня 1928 года в селе Чиколович, это недалеко от Брагина. Полесье – край удивительный, хранящий по сей день многие секреты и тайны, и живут там удивительные, особенные люди – полющики. Его прадед Помпей был из шляхетского рода. Отца Харитона в конце 30-х годов арестовали и сослали в ГУЛАГ, где он и умер в 1942 году. Потом реабилитировали посмертно. Мать Надежда Михайловна осталась с двумя сыновьями – Николаем и Гавриилом. Было трудно, было тяжело, но детей своих она воспитывала в правде, в честности, в порядочности и доброте. Такими они и выросли. Во время войны Гавриил и все односельчане были на волосок от смерти. Немцы хотели уничтожить село вместе со всеми жителями. Им что-то помешало. Господь спас. Однажды Николай, старший брат, привез в подарок Гавриилу акварельные краски и альбом. Это было настоящее чудо. Это был настоящий долгожданный подарок. С этого все и началось. Он никогда не учил ничему. Он просто философ. Он рассказывал отношение к жизни. Вот это была такая простая философия, то есть как бы вот как ты живешь, как хотел бы, чтобы к тебе относились ты так к людям. И вот не было такого, что вот делай так, а не делай так. Нет, просто общая философия жизни. И это было здорово. Время быстрое очень. Мобильные связи, интернеты, автомобили. На тему говорили. Говорит, а зачем там вот, все это там, девайсы все эти? Я говорю, ну как же, оно ускоряет, я там могу сделать. Говорит, Александр Сергеевич, не было ни интернета, не было мобильного телефона, компьютера наборного быстро. Ну как ты книг успел написать, и по Европе поездить, и все не получилось. Хоть и умер рано. К суете он всегда так не любил ее. Он сидел дома, чиркает, наброски такие. Он работал всегда. Даже когда, ну вот уже был, как говорится, к концу самому жизни, не всегда даже хватало сил, то есть он ушел в абсолютном сознании, то есть это абсолютно светлый. И меня это очень впечатлил момент, он уже, собственно, практически так бывало плохо, когда говорить не мог. Но он сидит, он смотрит в пространство, он компонует, я вижу, что он вот как-то даже руками он пытается вот создать, он рисует образ, он постоянно вот в этом. Гавриил Ващенко учился в Киевском художественном училище, а его преподавателем была Татьяна Яблонская, в советские времена очень известный художник, признанный мастер. Он увлекся монументальным искусством, некоторое время работал на киностудии имени Довженко, потом опять учеба в Львовском художественном институте. Распределение в Кишинев, где он прожил 6 лет. Он жил в Киеве, во Львове, в Кишиневе, но его всегда не оставляла мысль вернуться домой, в Беларусь.
заўсёды умеў выслухаць другіх і пацікавіцца работай, нешта сказаць, можа нешта пакрытыкаваць, нешта параіць. Вот у гэтым накірунку да яго не толькі маладыя цягнуліся, а і наогул мы ўсе, нам было цікава яго думка. Часта забываюць, што ён быў выдатны аквареліст. Немнога ў наш час ёсць жывапісцаў, якія занимаюцца акварелью, а Гаврил Харитонович многа займаўся і выдатна гэта рабіў. Калі браць у цэлым мастацтва яго, это філасофскі роздум над жыццём, з'явамі і прыроды, і гісторыі. Як у жыцці ён не глядзеў ні на што павярхоўна і абыякава, а на ўсё глядзеў аналізуючы і гледзячы глыбока на працэсы і знешнія, і паўсядзённыя нават жыцця, так і ў яго творчасці гэта менавіта ярка, вельмі ярка выражана ў любой яго рабоце. Яго постаць як чалавека, яна як бы поўнасцю адлюстроўваецца ў яго творчасці. І гледзячы на работы, можна, нават не ведаючы чалавека, неяк вызначыцца, што гэта быў за чалавек. А сапраўды гэта быў чалавек, які умеў гаварыць з людзьмі, працаваць з людзьмі, разумець людзей, разумець свет і даже сусвет. В 1961 году Гавриил Ващенко возвращается в Беларусь. Он был уже известным художником, его хорошо знали в России и в Москве. В Белорусском государственном театрально-художественном институте он создает и возглавляет кафедру монументально-декоративного искусства. В Беларуси его талант обрел силу, он раскрылся во всей своей полноте и красоте. Родная земля придавала ему силу. Среди его работ есть любимые мои работы. Это «Память», «Дума о хлебе», «Стена», «Молчание» и многие другие. На них нужно просто смотреть и думать. С полотен Гаврила Харитоновича Ващенко в нашу жизнь вернулся один из символов нашей родной земли. Это аист, белый бусел над белой Русью. И самое главное, он явился одним из тех художников, который определил самобытность национального белорусского изобразительного искусства. Он действительно был национальным художником в самом высоком и лучшем смысле этого слова. Интересная личность была. Он в институте преподавал, как преподаватель был замечательный. Гаврил Харитонович отличался чувством времени, открытости своей, невозбужденной художественностью. Это было интересно. Он был товарищ. Мог пригласить к себе в мастерскую, посмотреть его работы. Я не знаю других художников, чтобы было такое поведение, как он говорил Харитонович. Я не знаю других художников, которые бы были сосредоточены в высказывании того, что он думает о искусстве. Он спокойный человек был.
там внутри, может быть, неспокойный, но говорил очень вежливо и внимательно о искусстве. Больше, по-моему, и разговоров-то не было, потому что мы, когда собирались, всегда был разговор о искусстве. Но мы живем во время, где потерялось значение личности в искусстве, потерялось имя, потерялось воспоминание, потерялось суждение о изобразительной культуре как сути, что она выражает, это искусство, что, как рождается художник. Был человек, который создавал белорусское искусство. Белорусское по натуре, по взглядам, по южно-белорусское. Хорошо понимал это. И мне кажется, это принесет большое эстетическое наслаждение людям. Бронзовая медаль выставки достижений народного хозяйства СССР. Серебряная медаль Грекова за картину «Баллада о мужестве». Звание профессора, государственная премия, звание народного художника Беларуси. А в 1992 году Кембриджский биографический центр признал Гавриила Ващенко человеком года. В 1994 Американский биографический институт человеком 20-го столетия с вручением золотой медали «Честь-2000». В 2002 году в Гомеле открылась галерея Гавриила Ващенко. Все это было очень приятно. Почетные звания, регалии, титулы. Но Гавриил Харитонович был человеком мудрым и очень спокойно относился ко всему этому. Главным в его жизни была живопись, семья и друзья. Очень хочется рассказать о жене Гавриила Харитоновича Ващенко, Матильде Адамовне. Они познакомились во Львове. Он был студентом, познакомились в оперном театре, давали оперу Джузеппе Верди «Травиата». Он пришел со своей девушкой, а его друг с Матильдой. После спектакля зашли в кафе, разговорились, оказалось, что Матильда из Беларуси, с Купольщины. Она Томашевская, а род Томашевских с ветвями генеалогического древа переплетается с древом рода Радзивиллов. Итак, на 4-м курсе они поженились. Преподаватель Томашевская и студент Ващенко, двое сыновей, Николай и Константин. По образованию они художники, занимаются издательской деятельностью. Он меня пригласил преподавать на кафедре живописи. Я вначале ничего не понял, может быть, это во сне, но это явь было. И вот это действительно я уже, как говорится, с 90-го года начал преподавать живопись на кафедре монументально-декоративного искусства под руководством Гаврила Харитоновича Ващенко. Это чудесный человек, добрей его я не встречал. Он был высокой культуры человек, никогда не позволял грубости. У него настолько отношения были
выражено четко по существу, что это было праздником для всех нас. Гаврил Харитонович мог нас настроить на самое высокое, видеть, переживать, чувствовать, искать выражение. Поиск – это его заслуга. Это большое счастье было. Всегда утром приходил, садился, и мы имели такой разговор, такие тайны открывались в искусстве, что, знаете, что это так божественно и так здорово, что это не забыть никогда. Вот эта жажда жить жизнью Творца, живописца. Живопись для нас был это Бог. Мы это, обожествляя, могли раскрыть очень большие возможности того, чтобы поделиться с другими. У нас эта возможность была, у нас студенты были. Ну и мы могли это все как-то отдать. Матильда Адамовна, в отличие от Гаврила Харитоновича, внешне была человеком взрывного характера, темпераментного. Но она прекрасно понимала, кто ее муж. Она оберегала его от воздействия внешней среды, была его ангелом-хранителем. Когда ее не стало, то через год с небольшим ушел из жизни и он. Так часто бывает, когда люди долго живут вместе, и один покидает этот мир, второй не осознает своего присутствия в этой жизни. Начались обострения хронических заболеваний, потом онкология. Он все понимал, что происходит с ним, и умирал, если так можно сказать, достойно, спокойно, и даже в последние минуты пытался говорить, пытался рассуждать о творчестве, и его не стало 14 февраля 2014 года. Каким он остался в моей памяти? Человеком очень мудрым, талантливым художником, человеком со спокойным, ровным голосом, очень добрым и мужественным. И эти глаза, голубые глаза, в которых все. И надежда, и радость, и мудрость, и боль. Все отразилось в них. Он однажды сказал, что хороший художник иногда делает хорошие вещи. Так сказал он, народный художник Беларуси Гавриил Харитонович Ващенко. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам усталых
сне.